И на сегодняшний день нет ни одного зарегистрированного случая коронавируса не то что на территории Чеченской Республики, но и в целом России. В последнее время не сходят с новостных линий вопрос, связанный с коронавирусом, который распространяется в Китае. Мы следим за объективной информацией, за теми данными, которые исходят из академических источников, уж точно не за слухами и не за рассылками. И на сегодняшний день нет ни одного зарегистрированного случая коронавируса не то что на территории Чеченской Республики, но и в целом России. Речь идет о нескольких тысячах зараженных, что на пересчете населения Китая, это более миллиарда населения, нельзя назвать даже эпидемией в региональном масштабе. Что касается той информации, которая касается выявления коронавируса, то уже в Российской Федерации нашими учеными, которые занимаются диагностированием вирусных инфекций, разработаны тест-системы, которые позволяют в течение 2-3 часов либо установить, либо опровергнуть, что источником, так скажем, заболевания человека является коронавирус или нет. И вот таких случаев пока нет. Надеюсь, они и не будут. Дело в том, что этой эпидемии нет и в Китае. То есть, чтобы назвать распространение инфекции эпидемией, нужно гораздо большее количество вовлеченных людей. Поэтому это не эпидемия, это случаи какие-то на территории Китая. Что касается вообще вирусных эпидемий, то на самом деле грипп представляет собой гораздо большую опасность на сегодняшний день, чем гипотетический коронавирус. Если проанализировать погибших в Китае, это в основном люди, у которых была сопутствующая патология. Это люди, у которых параллельно была бронхиальная астма, гипертоническая болезнь, ИБС, у которых и грипп тоже может вызвать такой же летальный исход. И мы за этим уже как-то привыкли, но не воспринимаем грипп серьезно, а по территории Российской Федерации в результате осложнения от гриппа погибают сотнями людей. То есть, да. Дело в том, что мы все знаем, что даже вирус гриппа мутирует. Точно так же то есть бывают разные штаммы вирусов гриппа. И коронавирус тоже бывают мутации, они отличаются настолько, что вызывают абсолютно разные клинические проявления. Поэтому в данном случае идет речь о определенном коронавирусе, путь которого, кстати, уже прослежен. Это летучая мышь, змея, мясо этих животных и люди. Дальше уже распространяется среди людей. Но опять-таки говорю, что на территории Российской Федерации нет зарегистрированных случаев, при этом есть возможность в течение 2-3 часов определить, это коронавирусная инфекция или нет. То есть у нас есть такие возможности. А что касается этих слухов, которые распространяются, скажем, в социальных сетях, это можно расценить только желание привлечь внимание к своей скромной персоне именно таким способом. Что касается официальной информации, подтвержденной информации, мы работаем над этим, это наша задача. Не только я говорю о Министерстве здравоохранения Чеченской Республики, но в целом по России. Такой информации нет, зарегистрированных случаев нет. Поэтому не представляет собой никакой угрозы на сегодняшний день. Да. Дело в том, что, как и при гриппе, при вирусных инфекциях, вызываемых различными штаммами вируса гриппа, примерно одни и те же меры. Это маски, это мытье рук, это избегать массовых скоплений людей. То есть все то, что мы делаем при угрозе распространения, массового распространения гриппа, нужно делать и при коронавирусе. Плюс, скажем, нет вакцин. Мы знаем, что при гриппе есть вакцины, при коронавирусе они не разработаны. И в том числе не разработаны потому, что нет штамма. То есть наши ученые еще не получили этот штамм. То есть для того, чтобы разрабатывать вакцину, нужен, так скажем, источник этой причины вирусной инфекции.
В Российской Федерации, поскольку он не наблюдался, поэтому такой работы мы и начинать не могли, и, соответственно, необходимости нет, потому что этого вируса нет пока. Надеюсь, не будет. Лечение симптоматическое, как и при гриппе.